Программа «Новости» с событиями субботы, 13 апреля. В студии Зураб Петроев. Здравствуйте. Начало строительству положено. В Новом Биное появится мечеть на 2000 верующих. Силы природы против болезней человека. Я хромал, когда шел сюда, а сейчас могу и танцевать. Водолечебница Дарбанхи приглашает пациентов. Союз талантов, модернистов, футуристов, сюрреалистов. Сегодня мы чествуем тех, которых в свое время трудные годы не успели о них слова сказать. Чеченские художники принимают поздравления. Религиозными обрядами Мавлид и Зикр жители Гудермесского района отметили начало строительства мечети села Биной. Согласно проекту, она сможет вместить до 2000 верующих. Жители поселка с этим событием поздравил глава республики. Слово Фатиме Магомшариповой. История села Биной Гудермесского района началась совсем недавно. Первые жители сюда начали заселяться только в прошлом году. Теперь здесь проживают около 20 семей, и в скором времени их число значительно возрастет. В сельском поселении уже построено более 700 домов, которые ждут своих хозяев. Заасфальтирована и главная дорога, ведущая к селу. شو حين ذا تعبولوت يورش مت كنيسة تون هتعلو شينا خدال مت كيوتيجا رمضان أحمد وشي ألا ألا إشت غدي دو ألا الجرناخ بيرو وجه حلابو شيخ وزي. Здесь будут созданы все условия для полноценной жизни людей. На первом месте в списке объектов, которые необходимо построить, мечеть. Сегодня сделаны первые шаги к ее возведению. В историческом для сельчан событии принял участие глава республики Рамзан Кадыров. بين بوخ شرط ارشتكن لها لقى دوق ارشياج داير طبق دجالش دال ديق الوارك عندي عمد حاجي دال غازو قبل دولتن ايش تشنس اخر يرت تتولر ير النجسن احبورت بلش دوق سيل الله در توني ايديك بوخ احتون بيش دان ياك عم بلوف تون بوخ دان وي هو روش كتر دان سيد عمل دان تبيرك دان تبيرك الدور داك ودولة كل ماجدك دان سيد عمد بينو خلا الله لا نحشو خلا الله ده كردك دان إذا دالة بوهرج نيس دنديش بايا مرسونة ديل سمار دان كوتش ديشه إديل جرجر تكلر دان تون توشل ديشه تون بيركت وين قي درو ال دان دولش دان ماجدك دوار وكا أقصون ما الله بقدش ألش دانه إنت أسبوع دان så kort sig läs så säger all dag all så dan så hår och så bara det stan och det är amad aj sarkhwa shwat dan nirstekna majstina aka hujur shina skol shina ويوقع دانا aka yurt dana بين دان لقى وحبلا لخ دان دول بعبش تيجا دان عردك دوتش دو الشي وقع دانا غلواري ونك على لا بيلغ بين عشان يشع دانا هيرت هوكي دان يلري النيتنا اش ديل دان نيتن دانا يقول انه بتن ديل دان هوقع اش يبين يرت اش دان دائما اول مغلر دان تعدو چارم تخود بين دات باش زعما شيخنا ديك بوضع خايز بين دوش تو خاصيت داس دان و دو باش يش بين دات دان شو مش دول باش دان طويل شين دان هينز دان هوقع دان تخينا دان تات ايد لاش در تو داك دان تو بين دول ديل سندل اش دان بين باش دوش عدد هوقع دان و احمد عايز اروح دان هوقع ونيقبل ربو شكولا يدير اش دان اشتغل دان وين قاعد يحيى ناتشنا دان هو اللي خير دايم زعما تعسلات داك زعما ناخيس وشلات داك دان سندل سون اشت احمد عايز تسأل ديال دعبوس وندير إذا تنديل دعبوك وديل دعيوش دانا هو خلق داخل تادريت خزدليت ويحيس تديت وبرت خليت دانا شي صدانا دادل وانا هو تنديل دانا شي استاذ بياك من بلدان داخل دانا دلع دانا سو جنا وصلوا تنديلش وقع بينه يبوصل شيء كتيت لان اديت عدش دان تون دوق دزلا سيل الله يرداس دان سون عامل عيوش محمد دان اشتغل ايدو الله غير سون دان
Именно так будет выглядеть будущая мечеть. Жители села не скрывают всей радости. Каждый спешит выразить слова благодарности руководству региона за оказываемое внимание. Çoğu hırsı hudu saydan sürlur hayır ustuyor. Do sagen injur hiq ya şadun popper biş şavuj sadun şaha haxdan otç aşvar idiyor. Kirgiz yaydol çen. Petdün vojun usun saydan dit seviye şöyle öyle tagudal dal dün şunu berk darz doydu. Şu berk siz andiyor. Новая мечеть будет рассчитана на 2000 молящихся. После ее открытия местным жителям не придется уезжать из села для совершения обязательного рузба намаза. Пока им приходится ездить в центральную мечеть Гудурмеса и проделывать путь длиной 12 километров. К такому событию местные жители совершили обряд жертвоприношения и прочитали дуа. И вот долгожданный момент – начало процесса строительства. Главная мечеть Бинои будет носить имя Эвлия Сейд Ахмада Манцигова. Это известный богослов из села Бинои Нажаюртовского района. Принять участие в торжественной церемонии приехал его сын Магомед Арак Манцигов. Строительная площадка находится на окраине села. Под объект выделено 13 гектаров земли. Территория уже расчищена. Строители активно приступили к работам, при помощи спецтехники роют котлован, после чего и будет заложен фундамент под строительство мечети. Фатима Магомшарипова, Ибрагим Париулидзе, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. К другим событиям. На страницах газеты «Нью-Йорк Таймс» появилась информация, что якобы Рамзан Кадыров включен в секретную часть списка Магнитского, или, как его еще называют, список Кардина. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских законодателей, к нарушениям прав человека. Пока администрация США не подтвердила информацию, хотя, как отметил сам Рамзан Кадыров, это для него не имеет никакого значения, поскольку список не отражает реальность. Сегодня по этому поводу глава Чечни дал интервью журналистам федеральных и местных СМИ. Официальные представители США или администрация США не подтвердили это, не заявили об этом. Я вынужден был лететь завтра в Америку, так как я услышал от СМИ информацию. Сейчас я вынужден взять билет, потому что они не пустят меня, если пустят, задержат там. Поэтому я очень, даже с утра не спал. Вот, даже трудно работать мне, потому что я наслышан от Штатов Америки такие неприятные известия, так как они запретили въезд. У меня была хорошая лошадь, они запретили участвовать на скачках лошади, нарушили права животного. И так как после этого начала лошадь болеть, до сих пор страдает лошадь, потому что 2-3 месяца готовили, каждое утром галоп делали. И поэтому сегодня я так скажу, что если они подали, или так скажем, в списке я участвую, есть в списке, это значит, я глава субъекта Российской Федерации, только ухудшает отношения. А так, мне без разницы, у меня никогда не были счета в Америке, я никогда не занимался бизнесом, а для того, чтобы заниматься бизнесом, жить, развиваться, самая лучшая страна в мире – это Россия. Я горжусь, что я россиянин, я горжусь, что для Америки я не угоден, потому что они по всему миру занимаются беспределом
Мы видим страны арабские, как они там наводят конституционные порядки, за кого они стоят. Когда им нужно, они против террористов, когда им нужно, они за террористов. Вот Сирия, Египет, Ливия, Ирак, Афганистан, мы все эти государства, что там происходит, видим, поэтому я счастлив, что я нахожусь в этом списке. Хотя я не нарушал права человека. Магнитский, мы разные люди, поэтому я сожалею, что определенные там люди там, или, не знаю, организации вот, делают все для того, чтобы угодить администрации США. Вот это мне не нравится, потому что вот как они что-то делают в том или ином государстве, сразу поддерживают все правозащитники, все там официальные, неофициальные организации. Я гражданин России, я патриот России, я люблю свою родину. Я говорю, как сказал, я билет сдал уже. И никогда, даже меня не будет в списке, никогда не возьму туда и обратно билет. Рузан Ахматович, в обнародованном списке указаны имена 18 чиновников, среди них и двое уроженцев Чечни, не имеющих отношения к делу Магнитского. Для нас это не странно. Мы же видим, что происходит целыми государствами, народами. А двое чеченцев, которые вообще там не знают, на самом деле, спроси у них, они не знают, кто такой Магнитский. И где он находился, почему он умер, за что он умер, профессия его. Да и я не знал. Когда в последнее время, когда этот вопрос обсуждали, я спросил, и да, сейчас тоже подтверждение, кто он был на самом деле, почему он так случилось. И просто, я не знаю, просто не смешно на самом деле. Чеченская республика всегда была интересна для Запада и Европы, потому что они выбрали для разборок суверенного государства России Чеченскую республику. Они хотели развалить суверенное государство через Чеченскую республику. Мы защитили Россию. Мы стали против международного терроризма, против врагов России. Поэтому сейчас мы как-нибудь там нас надо очернить, чтобы делать свою вторую кампанию. Продолжаем выпуск. Рядом с Центароевской школой хафизов появится яблоневый сад. Его разбили сегодня по инициативе директора Хамзата Кадырова. Будущие хафизы надеются, что скоро смогут попробовать на вкус плоды своего труда. В акции принял участие и наш корреспондент Алхазур Керимов. Центароевская школа хафизов имени Зелимхана Кадырова в этом году выпустила более 50 знатоков Корана, в числе которых и нынешний директор духовного учреждения Хамзат Кадыров. Он и стал инициатором сегодняшней акции. Учащиеся все вместе вышли на посадку саженцев яблони. Яблоневый сад разбит рядом со школой хафизов. Через несколько лет он войдет в историю, ведь каждое дерево будет подписано именем воспитанника школы. На данный момент Священное Писание здесь обучает 100 муталимов. Помимо них оставить светлую память о себе и посадить именную яблоню приехали и выпускники духовного учреждения. إشتا وقعدوش خلبلو سيلاد القرآن دقع عامن بولا حافيش بو ودا بحكن دالتي عبيد كيولوه. Каждый старается найти среди саженцев самый крупный и красивый. Зелимхан Адильгириев свой выбор уже сделал. Он один из самых младших воспитанников духовного учреждения. 7-летний мальчик обещает тщательно ухаживать за яблоней, которая будет носить его имя. Ведь это первое посаженное дерево в его жизни. سینتر دادیر با میلیوق یالیون ارچی هر سینتر دادیان چون اقیاقی است اتوم بل است قلن بل آج قلن چوا دل ریزی اوش تعلونا دنیا تعبلا آخر تعبلا چو یالیوشم دقین. Всего за 2 дня здесь планируют посадить 300 саженцев. И, возможно, совсем скоро сад школы хафизов имени Зелимхана Кадырова будет радовать своими плодами. Алхазур Керимов, Таймир Хаджиев, Джамиль Ахмадов. Новости. В Грозном сегодня чествовали чеченских художников. Лучшие мастера кисти были удостоены наград от парламента, министерств и ведомств республики. К поздравлениям с 70-летием Союза художников присоединилась и Элина Халидова.
Отражение действительности с помощью красок и кистей. Вот уже много лет чеченские художники создают картины, портреты, пейзажи, натюрморты. Не похожие друг на друга работы авторов нашли признание не только в России, но и далеко за рубежом. Союзу художников Чеченской Республики 70 лет. Мастеров кисти сегодня поздравляли в музее имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Председатель парламента Дуклах Абдурахманов в своем выступлении отметил, что по поручению главы республики в ближайшее время будет решен вопрос о выделении художникам отдельного здания. Кичил, помещение, шумлах, бошер, алурюшен, яйца, шушет ину, до союз писателей моду шет ину. Исен гал харюшу юкшер, дал мула. В Союзе художников Чечни сегодня насчитывается порядка 40 мастеров кисти. Здесь как молодые, так и те, кто стоял у истоков. В поддержку организации в республике создан специальный фонд, средства которого помогут реализовать творческие проекты. С первой 100 тысяч шло, позже 50 тысяч шло, начало уже есть. Все. Без поощрений не остался практически никто. Золотые и серебряные медали, нагрудные знаки, грамоты от Союза художников России, парламента республики, ряда министерств были вручены за высокие достижения и вклад в развитие культуры. Награждается Загураев Вахид Вахаевич. Сегодня мы чествуем тех, которых в свое время трудные годы не успели о них слова сказать, не смогли в свое время приветствовать. Сегодня от имени власти мы их поощряем, награждаем, говорим им доброе слово, но мы видим и молодую поросль, молодых художников, которых воспитало старшее поколение. Мы сегодня заняты тем, чтобы создать им условия. И сегодня мы работаем над тем, конечно же, пофамильно, кому какая помощь нужна, кому мастерская, кому дома какие-то нужны вспомогательные действия от имени власти. А награждение, поощрение, мы это проводим каждый год. Сегодня тоже мы проводим. Власть не забыла их. Вместе с тем Союз художников республики готовится к двум важным датам. У нас состоится крупная выставка северокавказских молодых художников. В этих стенах она будет проходить. А в октябре, 5 октября, это день нашего города, состоится выставка Юга России. Это соберутся все ведущие художники Юга России у нас здесь в Грозном. Это будет историческое событие для нашей республики. Многие художники республики – участники видных российских, региональных, краевых и зарубежных выставок. Присутствующие поблагодарили гостей за внимание и поддержку в свой адрес. В завершении встречи по сложившейся традиции фото на память. Элина Халидова, Муслим Типаев, Ибрагим Налаев. Новости. Отныне дождь не станет нежданным гостем в доме Даудовых в Грозном. В обращении к Рамзану Кадырову семья рассказала о своей проблеме – протекающей крыши. Заменить кровлю не хватает средств. Помощь пришла сразу. К Даудовым приехал столичный мэр, а за ними строители. В этом доме по улице 2-й переулок Цемлянский, поселка Алды, проживают Даудовы, семья из 8 человек. Несколько дней назад они обратились к Рамзану Кадырову с просьбой о помощи. Каждый дождливый день им приходилось бороться с потопом. Ветхая крыша все время протекала. По поручению главы региона на место выехал мэр Грозного Ислам Кадыров. Работы по замене кровли были начаты в срочном порядке. Бригада строителей приступила к работе. В первую очередь необходимо демонтировать старую крышу навеса. Весь стройматериал уже подвезли. Теперь это только дело времени. После демонтажа строители начали подгонять шифер. До вечера новая кровля навеса будет готова. Поскольку семье некуда переехать на время ремонта, работы ведутся поэтапно. За крышу дома строители возьмутся завтра. Бригадир заверяет, работы будут завершены в назначенный срок.
هنستغنى دعدول دلار هون مجرى بوه لعبوا لأنه استغنى خط سنت توبة كودتخو أقام دوت دعدار ملاح وجاءوا دعليسيش أخ بقلبين بحباخ إيش ما يسي شو عشنا بوسيا إشتري نسقوش بارز داخش تخت قزار بيلشتقلا إيش. Семья Даудовых не нарадуется своему счастью. Многолетняя проблема решена. Хозяйка дома медне признается. Больше всего она волновалась за здоровье внуков, а их в семье 5. Погода благоприятствует, так что работы можно вести беспрерывно. Ну а самые маленькие из Даудовых пытаются хоть чем-то помочь рабочим и с радостью наблюдают, как меняется их дом. Звон дождя в доме больше не помешает их сну. Ислам Магомадов, Ваха Кантаев, новости. Водолечебница Дарбанхи приобретает все большую популярность среди жителей республики. Сюда приезжают люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и не только. Как рассказывают пациенты, вода с высоким содержанием кремния может творить настоящие чудеса. Из Гудермесского района Лариса Салтыкиева. Красивый пейзаж и чистый воздух. Лечебница «Брагунские целебные воды» расположена вдали от городской суеты в селении Дарбанхи, прямо у подножия горы с горячим источником. Появление этого учреждения не случайно. Каждый год с наступлением весны сюда начинают съезжаться жители не только близлежащих сел, но и со всех уголков республики в надежде излечиться от многих недугов. Вода с высоким содержанием минеральных веществ оказывает положительное воздействие при заболеваниях опорно-двигательной системы, кожных и ряда других заболеваний. Кремнистые воды, сульфатно-гидрокарбонат натриевого состава. Показания обширные. Вода не столь агрессивная, хотя она высокотермальная. Сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь 1, 2 А степени, гипотоническая болезнь. Даже после инфаркта миокарда, нарушение мозгового кровообращения, через полгода где-то что-то можно лечиться в наших условиях. Подобных источников на Северном Кавказе множество, но особенность этого заключается в преобладающем содержании кремния. В отличие от сероводородной, такая вода почти не имеет противопоказаний. Целебные свойства брагунских термальных вод известны давно. Еще в советские времена сюда съезжали жители не только нашей республики, но и соседних регионов в надежде излечиться от различных недугов. А на месте вон того здания, в котором сейчас располагается один из больничных корпусов, раньше находилась лечебница, которую, согласно народному преданию, построила некая армянская купчиха, излечившаяся с помощью источников от тяжелого заболевания. Если до сих пор желающим воспользоваться лечебными свойствами источника приходилось самостоятельно, в неприспособленных условиях проводить процедуры, то теперь появилась возможность лечиться под присмотром специалистов в надлежащих условиях. Султан Межидов приехал из Герзиль-аула. Боли в коленных суставах из-за остеопороза мучили его на протяжении нескольких лет. Здесь Султан всего 5-й день. Однако результаты, по его словам, уже значительные. Но уже я себя чувствую хорошо. Я хромал, когда шел сюда, а сейчас могу и танцевать. Значит, это говорит о том, что здесь не только физиопроцедуры, но и лечебная вода замечательная. Я побывал во многих санаториях Северного Кавказа, принимал там ванны. Но такой вот качественной воды, вот такого лечения я не ощущал. Помимо лечебных ванн в учреждении применяют широкий спектр физиопроцедур: магнитно-лазерная терапия, электрофорез, ультразвук, лечебный массаж. Каждый диагноз требует определенного подхода. Здесь предусмотрено все: отделение для мужчин и женщин, комфортабельные палаты и место для отдыха, где можно посидеть за чашкой чая. Лечебница рассчитана на 25 коек, но это лишь начало. По словам руководства, учреждение будет расширяться. Лариса Салтыкиева, Ильяс Якубов, Дауд Куруев. Новости. Солистка ансамбля народной песни Нуржоухар Саала Хизриева стала победительницей международного фестиваля «Открытая Европа. Открытая планета», который прошел в Москве. Сегодня ее поздравляли в Министерстве культуры республики. Юная исполнительница стала лауреатом первой премии в специальной номинации памяти композитора Евгения Мартынова. Награду присудили за исполнение песни «Баллада о мастере». Также Саала стала обладательницей приза зрительских симпатий. Ей же вручили сертификат на профессиональной записи в одной из музыкальных студий столицы страны. Теперь 11-летняя девочка сможет записывать свой первый альбом. Сейчас Саала Хизриева готовится к очередному международному конкурсу, который пройдет в июне в Македонии. Там она представит не только Чечню, но и всю страну.
Европия там цигар ишт Москва мадар ходик выступит шайоза йозита. Так Рамзан Ахматович где-то дейду война осталась свой дира духазахич. Ой махца ой культурс декрим бекцун хазахит цуна остал дешадо шмадуй. Так тешадо да ла. Строевую подготовку и спортивные навыки до призывников сегодня проверили в военном комиссариате. В ежегодной спартакиаде приняли участие 20 команд со всей республики. Началось мероприятие с гимна. В программу соревнований вошли сборка-разборка автоматов, строевая подготовка, бег на 100 метров, подтягивание на перекладине, перетягивание каната и другие. Общекомандные места определились по сумме очков, набранных каждым из участников. Лучшие результаты показали ребята из Нателечного района. На втором месте Шелковской. И третью ступень пьедестала заняли Грозненцы. Победителям вручили кубки и грамоты. Также передали памятные подарки от Министерства по делам молодежи. Цель сегодняшнего мероприятия – это выполнение целевой программы республиканской патриотического воспитания молодежи, поднятие престижа вооруженных сил Российской Федерации и проверить физическое развитие нашей молодежи. Есть ребята, которые подготовились очень хорошо по строевой подготовке. Сегодня все внимание футбольных болельщиков республики было приковано к Ахмат-арене. Здесь прошел матч 24-го тура чемпионата России по футболу. На поле сошлись грозненские Терики и Кубани с Краснодаром. Чем завершилась встреча двух команд, расскажет Имам Касумов. Большой футбол вернулся в Грозно, прихватив заодно финал Кубка России. Тем временем в столицу республики пожаловала Кубань, едва ли не самая симпатичная команда 2013 года, оспаривающая это звание наряду с земляками-горожанами. Пока конкуренты дремлют, Кубань вполне себе претендует на 4-е место. Однако из Грозного без борьбы и интриги очки никто не увозит. Ведь грозненцев поддерживают самые преданные болельщики, в их числе и глава республики Рамзан Кадыров, который не пропускает ни одну игру любимой команды. Начало поединка прошло в сумбурном ключе. Терек пытался сразу же перехватить инициативу, однако футболисты Кубани старались ни в чем не уступать своему сопернику, действуя очень плотно на каждом участке поля. Грозненский клуб все же своего добился и завладел преимуществом. Терек комбинировал и созидал на всех участках поля, тогда как Кубань согласился с ролью второй команды. Они за весь первый тайм не потревожили Гадзюра. Вторые 45 минут, как и всегда, многообещающие, Кубань активизировалась в атаке, но стала ошибаться около своих ворот. Дважды дарил мяч к Тереку Козлов, и на второй раз после навеса Лебеденко, оставшийся в одиночестве, Уциев не оставил голкиперу кубанцев ни единого шанса. 1-0. К сожалению, 1-0 на табло держался недолго. Уже через пару минут Азбели сделал передачу в центр штрафной на неприкрытого Букура, который расстрелял ворота Гадзюра. 1-1. Вот только у Терека против Кубани, похоже, были свои планы. На правом фланге вновь начудил Козлов, его партнер Диальберт упустил рывок Ндуаселя. И африканского форварда испанцу пришлось сбивать ценой пенальти и желтой карточки, которая к тому же оказалась второй. В итоге сам пострадавший и реализовал 11-метровый удар. 2-1. Тут же Терек мог снимать последние вопросы о победителе, однако Попов получил отличный пас от вышедшего на замену Ионова. Сначала он попал в штангу, но затем все-таки нашел цель рамки. В итоге 2-2, боевая ничья в Грозном. Терек не может победить в чемпионате уже в 7 играх кряду, а Кубань 4-й раз подряд играет в ничью. Имам Касумов, Зураб Дутаев. Новости. Апти Авхадов вновь заявил о себе на мировой арене. Он стал золотым призером на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Албании. Чеченский спортсмен стал лучшим в весовой категории до 85 килограмм. Он поднял в рывке 173 килограмма и в толчке 215. Это на 3 килограмма больше, чем на Олимпийских играх. Напомню, в Лондоне Апти Авхадов стал серебряным призером. Роль сыграли 130 граммов. Именно настолько вес чеченского тяжелоатлета был больше, чем у оппонента, поляка Эдварда Зелински. Огромному удовольствию, значит, он сумел выиграть этот чемпионат, использовав все 6 зачетных подходов, 173 в рывке и 215 в толчке. Это достойная сумма, и
по рейтингу результатов мировой тяжелой атлетики Аптиал сегодня в лидирующих первых числах. В Грозном стартовал региональный турнир по вольной борьбе. Для участия в нем в столицу съехались борцы из разных районов республики. За схватками на ринге наблюдают ветераны спорта и почетные гости. Об итогах первого дня состязаний Зендис Асламбеков. Традиционный республиканский борцовский турнир впечатлил множеством почетных гостей. Здесь присутствовали прославленные спортсмены-ветераны, олимпийцы и даже гости из зарубежных стран. Один из них – Салим Аль-Хаттаб, главный тренер сирийской сборной команды по вольной борьбе. Он временно живет в Москве. Приглашение в Грозный принял, не раздумывая. Приглашение Адлан Бараев. У нас, как в Сирии, сейчас ситуация не то очень хорошая. Приглашал в Грозный. Я смотрю, здесь спортсмены, турниры. Борцы у вас, альхамдулилля, готовы, тренера хорошие. И дай Аллах, иншаллах, что висит больше ваши спортсмены, как это Байсар Сатиев, 3 Олимпиады. Турнир, организованный парламентом Чечни, провели в честь главы республики. Главный гость соревнований, спикер Заксобрания Дуквах Абдурахманов, официально открыл мероприятие и напомнил собравшимся, что его проведение стало возможным благодаря Рамзану Кадырову, который сумел установить мир и стабильность на чеченской земле. Который инициировал Ахмад Хаджи Кадыров, наш первый президент, под руководством которого при поддержке Путина мы его провели. 16 апреля, ровно через 2 дня, мы будем отмечать уже другой день, День мира. Это уже заслуга команды Кадырова, во главе которой восстановление, возрождение, утверждение мира на пути Ахмада стоял его сын, наш глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Я поздравляю всех с этим днем. Я приветствую гостей, которые здесь находятся, из соседних республик, и спортивные команды. Говорю спасибо организаторам. Да здравствует Чеченская Республика и Рамзан Кадыров. Турнир в спорткомплексе «Олимпийский» продлится 2 дня. Сегодня в финальных поединках победы одержали спортсмены в 4 весовых категориях. 120 килограмм Анзор Мальцагов, 84 Тамерлан Расуев, Русланбек Масхадов в весе 66 килограмм и Ислам Дудаев в категории 55 килограмм. Старт очень важный для каждого спортсмена. Призеры этого парламентского турнира будут бороться на чемпионате СКФО, где на чемпионате СКФО определяются участники чемпионата России. Поддержать чеченских борцов приехали и гости из Ингушетии. Рядом с Дуквах Абдурахманом вице-премьер ингушского правительства Ахмед Арсамаков. Кстати, он является мастером спорта международного класса, а борьбой когда-то занимался в этом же зале в Грозном. При Сардепе, да, как бы сравнения никогда не было. Да, на сегодняшний день мы идем вперед, как бы, и условия очень хорошие, в первую очередь для спортсменов. Поэтому я надеюсь, что с таких залов, с таких арен будут выходить часто олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Помимо победителей турнира, награды от парламента сегодня получили еще десятки человек. Среди них ветераны спортивной борьбы и тренеры. Благодарственное письмо получил и главный редактор нового журнала «Борцовский круг». Это издание уже получило широкую известность и, по оценкам экспертов, заслуженно. Концепция журнала такова: показать успехи чеченских спортсменов, но не только чеченских спортсменов, вообще успехи ведущих борцов мира. Поэтому журнал, скажу без ложной скромности, популярен уже не только в Чечне, но и в России. Даже из Америки пришел запрос на 10 номеров. Наиболее интересный материал мы переводим на английский язык. Вольная борьба в Чеченской Республике скоро станет еще популярнее. Теперь ее будут поддерживать не только красочными турнирами, но и высокой профессиональной подготовкой. На уровне руководства республики принято решение построить в Грозном центр олимпийской подготовки борцов. Зендис Асламбеков, Муслим Тепаев и Джамиль Ахмадов. Новости. И в конце выпуска я еще раз напомню, сердце Чечни борется за право стать одним из самых узнаваемых объектов страны. Святыня участвует в конкурсе «Россия-10». Отдать свой голос за центральную мечеть Грозного можно на сайтах 10russia.ru и 10 Россия. Информационные итоги дня в полночь подведет моя коллега Лейла Катаева. Я с вами прощаюсь. Адифеш.